Салям алейкум, всем телесерджилер. Доброго времени суток. В эфире кулинарная программа «Милет Берекеты». Каждую неделю мы вас радуем интересными рецептами вкуснейших блюд. И сегодняшний выпуск не исключение. Спешу познакомить вас с героиней нашей программы, директор средней общеобразовательной школы номер 42 имени Эшрефа Шемизаде Ильяна Османова. Салям алейкум. Алейкум селям, Львиночка. Совсем скоро мы порадуем наших телезрителей вкуснейшим, аппетитным блюдом. Тогда мне нужно, наверное, помочь выбрать продукты. Всегда рада. Пойдемте. Ильяна Инверовна, интересно узнать, а в вашей семье кто чаще всего ходит за покупками? В нашей семье в основном за покупками ходит мой супруг и мой сын. Молочная продукция. Эльвина, для этого блюда нам понадобится творог. Полкилограмма будет достаточно. А жирность имеет значение? Ну, возьмем 9%. Отлично, давайте. Мне кажется, что это будет выпечка. Эльвиночка, это секрет, но для этого нам необходима будет мука. Корзиночку. Пойдемте дальше. Вот интересно узнать, многие люди ходят в магазин со списком. А вы как предпочитаете покупки совершать? А я люблю ходить, вспоминая все, что мне необходимо. Феноменальная память наверняка у вас. А вот и масло. Да. И завершающим ингредиентом нашего блюда будет зелень, богатая витаминами и минералами. Зелень украшает всегда блюдо. Очень выигрышный ингредиент. Ну что, Эльвина, все покупки мы уже совершили. Осталось немножечко терпения, и мы скоро приготовим свое блюдо. Я раскрою его секрет. Замечательно. Встретимся в студии. Итак, дорогие друзья, мы готовы. Ильяна Инверовна, давайте еще раз перечислим ингредиенты, которые нам необходимы для приготовления блюда. Я все еще не знаю, какого. Наше сегодняшнее блюдо называется янтых. Это настоящее крымско-татарское блюдо. Я думаю, что, наверное, нет человека, который его бы не любил. Согласна с вами. Оно очень вкусное, пек незет лебар емек, поэтому вот они бывают разнообразные, янтыхлар, но сегодня мы будем готовить янтых с мясом и янтых с творогом. Замечательно. Я вижу, у нас еще зелень, мука, лук. Да, еще бывают янтыхи с сыром, с различной зеленью. Интересно, а делают ли янтых с тыквой? Да. Кухня крымско-татарская очень богата, очень разнообразная, и мы этим гордимся. С чего мы начнем? Готова помочь. Для того, чтобы начать делать янтых, нам нужно замесить тесто. Для этого мы берем муку, необходима теплая вода и немного соли. Хорошо. Соль я вам подам. Пересыпаем муку. Но я ведь не могу стоять просто так. Ну не могу я не помогать. Эльвина, вы можете мне помогать, например, нарезать лук. Хорошо. Это одно из капризных мероприятий. Поэтому Слезных таких, слезных, да? Я люблю нарезать лук. Мы делаем в нашей чашечке небольшую такую лунку. Ямочку. Для того, да, лунку, ямочку, для того, чтобы туда налить водички. Вот. Скажите, а вот вообще яйца добавляют? Но нет. Не добавляют, да? Нет. Янтых должен быть нежный, мягенький такой, чтобы он легко кушался, воспринимался. То есть такое легкое блюдо. Да. Как я нарезаю лук? Лук мелко. Мелко кубиками, да? Да, чтобы он успел у нас пропечься. Хорошо. Так как мы янтыхлар будем готовить печь на сковородке, вот лук чем мельче, тем лучше. Как часто готовите? Вообще я очень люблю готовить. Наверное, все люди любят вкусно покушать. Это точно. Поэтому и в моей семье,
И в кругу моих друзей тоже все любят вкусно поесть. Но так как вкусная пища поднимает настроение, особенно в конце недели, когда ты действительно не имел такой возможности приготовить такие блюда. В нашей семье все любят первое блюдо жидкое обязательно. Ага. Вот. Это шурпа, это борщ, различные овощные супы. А второе блюдо тоже является обязательным. Ну и хамар-аш, как мы говорим, да, вот у крымских татар называется, это мучные блюда. Это обязательно. Неотъемлемая это всегда, часть. Да, это то, что всегда есть на столе. Большую часть времени проводите на работе. Вы серьезная на работе? Да нет, я думаю, что разное. Бывает такое, что и строгое, наверное, да? Ну, в зависимости от ситуации. Ну, я думаю, что злой я не бываю точно. А какая вы дома? Дома тоже все зависит от обстоятельств. В принципе, когда дома всегда все хорошо, когда никто не болеет, я думаю, что здоровье это вот особенно сейчас, это очень актуальная тема, поэтому, естественно, всегда хорошее настроение и улыбка, когда у тебя все в доме хорошо, когда все здоровы. Ну, а потом уже сыты. Вот следующий этап, когда ты уже с утра встал, увидел своих близких здоровыми, улыбающимися, приготовил завтрак. Так здорово, это так приятно. Вообще говорят, что погода в доме – это самое главное. Да. И от погоды в доме все зависит. Ну, обычно вот тесто мы месим в эмалированных чашечках. Вот. И всегда акцентируется внимание на то, чтобы эта эмалированная чашечка была такая чистая, чтобы в ней не было видно, что в ней месилось тесто. Да. То есть стенки должны быть... Стеночки должны чистые, быть идеально чистыми. И вот когда я тоже приучала свою дочь месить тесто, я ей всегда говорила, что если ты вот месишь тесто, значит идеально чистой должна быть та чашечка, в которой ты это делаешь. Вот такой вот секретик, дорогие телезрители. Ну, это еще вот в наследство, наверное, от наших бабушек. Да, вы выбрали такую удивительную профессию – учитель. Почему ваш выбор пал именно на эту специальность? Наверное, потому что моя мама была врач. Вот поэтому. Это вот удивительная такая параллель. У меня мама врач-акушер-гинеколог. Машалла. И она все свое время, большую часть своей жизни, вот пока она работала, она проводила в родильном доме. Очень часто приходилось и мне туда, естественно, попадать, потому что, видимо, мама была на дежурствах, там мы за ней приезжали, забирали с папой. Вот, и я видела, как работает моя мама в белом халате, вот как она переживает за свою работу, за своих пациентов, за каждую женщину, которая должна принести тоже наследство. А какая связь между... А потом вот я думала, что я пойду тоже буду по стопам врачом, монашки, по стопам мамы, да. Дома у нас очень много медицинской литературы. Вот, это атлас анатомии человека, который я очень часто перелистывала и так далее. Картинки интересные, да? Но потом увидела ее немножечко такое лицо грустное, что все-таки вот она не очень хотела, видимо, для своей. Она говорила мне: ночью я хочу, чтобы ты была со своей семьей. Я вот на дежурствах столько времени, а вот ты была маленькая, а я хочу, чтобы ты выбрала такую профессию, где можно хотя бы ночь провести вот со своими маленькими детками, со своей семьей, как говорится, в своем доме. То есть минус из всей профессии был таков, что вечером не всегда удается быть семьей, да? Где-то вот этот фактор тоже играет роль. Да, как-то я прислушалась к совету мамы. Но когда вы сказали, что вы выбираете другую специальность, она одобрила ваш выбор? Потом это время пало уже на переезд в Крым, когда я окончила школу. И мы переехали в Крым, мне было 17 лет. Мы решили объехать вузы, посмотреть, какие высшие учебные заведения есть в городе Симферополе. Вот. И очень мне понравился наш федеральный университет крымский имени Вернадского. И тогда, конечно, его территория, красота места расположения этого университета, конечно, очень меня так вот порадовали. И все-таки я решила, что я поступлю именно в этот университет. Так, давайте сделаем паузу, потому что у меня от лука... Тесто готово.
Ну вот, Эльвиночка, как я и говорила, мы добились результата, что замесив тесто, чашечка наша вот такая идеально чистая. Какая красота! А что делаем дальше с тестом? Немножечко, да, придет в себя, Угу. а мы пока приготовим наш янтахлар, Ага. такую начиночку, да, то, из чего, что будет внутри. Угу. Это мясо и вот творог. Наше мясо. Ильяна Энверовна, а знали ли вы, что в будущем вы будете директором? Нет. Я же на телеканале, вот прямо на передаче. То есть вы не ожидали, что вы будете директором? Как к этому пришли? Я думаю, что для того, чтобы быть директором школы, нужно пройти большой путь. Начать, конечно, снизу. Потому что школоведение, школа вообще и работа с детьми – это на самом деле такая работа, которая требует больших знаний и огромной ответственности. И поэтому директор должен быть компетентным человеком во многих вопросах. И, наверное, посолим, да, пока наш фаршик? Бывает ли у вас такое, что вы забываете добавить соль в блюдо? Нет, нет. Но, может быть, еще когда помоложе была. Ага. Вот А просто у сейчас меня уже- такое встречается. А сейчас уже нет. Уже я понимаю, что без соли янтахлар наши будут не такими вкусными. Мгм. Что еще вам? Нам еще нужен черный перец. Черный перец, пожалуйста. Нам еще необходимо немножечко добавить в фарш воды. Да, Для сочности. Да, для Насколько я знаю, да. для сочности добавляется. Посмотрите, правильно ли я нарезала лук. Правильно. Давайте мы добавим его в наше мясо. Сразу добавляем, да? Да. Красота. А какое блюдо может поднять вам настроение? Вот именно вот это. А мне очень нравилось, когда готовила моя Хартана, Ага. моя бабушка, да. Вот. И когда я приезжала к ней на каникулы, она обязательно делала для меня янтахлар. Они были всегда такие тоненькие, Мгм. вот, нежные, сочные и очень вкусные. Конечно же, потом, когда я уже стала сама мамой, я стала копировать свою бабушку, то, как она готовила это. Но еще один такой секрет. Бабушка очень любила, когда ее блюдо, если кушаешь, надо обязательно похвалить, сказать, Да? как вкусно. Да. И вот и я тоже, когда я испеку янтахлар Мгм. и положу их на стол, и я вижу, как все набросились, все начинают их кушать с удовольствием, и все молчат. Я говорю, вкусно? Чтобы удостовериться, да? Да. Но потом мне становится, естественно, еще приятнее. Мгм. Вот. Ну и пока я бегаю, делаю дальше, запекаю, Мгм. мажем масличком, все члены семьи кушают. То есть, ну, это очень тоже такое вот хорошее, доброе, интересное мероприятие для семьи. Мини-традиция такая семейная, чтобы блюдо похвалили. Да, ну у меня вот дочь моя Иша говорит, мама, это очень вкусно, вот просто так вкусно, вы даже себе не представляете. Хасмета Усаиша тоже, вот придя в ваш возраст, будет также готовить ее, и дети ей будут говорить. Да, но я думаю, что вот Блюдо в семье вообще все члены семьи должны быть благодарны по отношению к тому, кто готовит. Мгм. Это тоже большой фактор. Но когда меня нет, у нас дома готовит моя вторая мама. Мгм. Это мама моего супруга. Мгм. Вот. И когда мы в двери входим, мы все голодные и все кричим, что есть покушать. Вот. Благодарность, я думаю, обязательно должна присутствовать по отношению к тому, кто для тебя старается, сидя дома, ждет всех, Машаллах. собирает нас, да. Да, То все-таки есть я- человек готовится. Да, он я ждет. очень благодарна. Мои дети приходили со школы и всегда знали, что их ждет питашка, и сейчас она их накормит. Вот. Они будут сыты Да, и довольны. Как это замечательно, как это прекрасно. Все, а теперь нам нужно приготовить творог. Туда нужно нарезать зеленый лучок. Давайте зеленый лучок нарежу я. Хорошо, Эльвиночка, вот я вам подам. Зеленый такой полезный букетик. Зеленый лук – враг вредоносных бактерий, кладезь витаминов и минералов, а также антиоксидантов. Фосфор, кальций и магний в его составе помогают поддерживать здоровье костей и зубов. Полезные свойства и лечебные характеристики зеленого лука помогают разнообразить рацион питания.
очень любим, когда у нас дни рождения. Мгм. Вот. Но мы точно знаем, что когда кто-то родился из, допустим, членов нашей семьи, Мгм. вот, либо это дети, либо это вот мы, взрослые, почему-то у нас принято готовить манты. Каждый день рождения вы Да, готовите мы манты? готовим манты, ну, его любит и мой братишка родной, Эдемчик. Ага. Вот, поэтому мы особенно стараемся, когда приезжает в основном его семья, мои любимые племянницы, его супруга, и мы вот с удовольствием делаем манты. Они тоже у нас такие нежные, тоненькие такие, да, и не очень большие, чтобы их было удобно кушать. Да. Айше подарила вам дочечку, Сына. сыночка, да? Да. Это ваш первый внук? Это мой первый внук. Какие у вас ощущения? Вот говорят, что любовь к внукам, она другая, она не такая, как любовь к детям. Вот вы знаете, действительно, если ты за своим ребенком сам ухаживал, сам не спал ночь, да, то вот почему-то удивительное чувство, когда в твой дом входит внук. Ты забываешь обо всем, потому что ты его ждал. Вот, это как будто тебе принесли какой-то подарок. И такой подарок волшебный, даже если у тебя, допустим, не так как-то сложился день, Аллах версын, пусть будет всегда все хорошо. Да. Но я так понимаю, как только я беру в руки своего маленького внука, я забываю обо всем. Я куда-то улетаю в какой-то волшебный мир. Это на самом деле действительно Это вот чудо. так. Да. Хочется петь, хочется танцевать, кружить его по всей комнате. Ну, превращаешься вообще, я не знаю, вот Другого человека, бабушку да? или не в бабушку, я даже не знаю, в кого превращается человек, но очень такого доброго, волшебного, чистого, искреннего такого, вот того самого-самого светлого, чем должен обладать вообще человек. Один маленький ребенок и так способен все изменить, да? Да, но это все очень ценно. Да, постепенно вспоминаете, какие там методы воспитания Да. были, да? Ну, во всяком случае, улыбка внука заставляет кричать на весь дом, потому что если он улыбнулся нам всем, мы очень счастливы. Машаллах, пусть так будет всегда. Я нарезала лук. Что важно при приготовлении блюда? Однозначно делать с любовью. Если у тебя нет настроения делать янтых, думаю, что лучше его не делать. Ага. Если ты должен делать манты, вот ты вспомнил, ты захотел накормить свою семью, либо к тебе приходят гости, твои друзья. Если ты запланировал янтых, значит, ты делаешь янтых. Какое-то другое блюдо, наверное, делать не нужно. То есть для каждого блюда такой особенный настрой. Ну, я думаю, что да. Теперь мы мешаем. Я добавлю немножечко соли. Идя на передачу, я поделилась со своей подружкой близкой, мы как сестры, можно сказать. Вот, и я говорю: Эльвира, я буду делать янтых с творогом. Она говорит: это наши байдарские, Ага. это только байдарские. И я говорю: Эльвира, ну почему только байдарские? Это, наверное, делают все. Все крымские Она татары, говорит: да? нет, это только вот мы, байдарские. Можете передать привет подруге своей. Да. Эльвирочка, мы обязательно с тобой вместе попробуем. И это не только байдарское блюдо, видите, мы тут готовим вместе. Начинка у нас готова, фарш готов, вот мясной, посмотрите. Вот такая начиночка у нас есть. Есть начиночка с творогом. Творог – один из самых популярных кисломолочных продуктов. Он содержит много витаминов и микроэлементов, и поэтому очень полезен. Его любят взрослые и дети. В среднем человеку рекомендуется употреблять около 100 граммов творога в день. Ну, теперь мы начинаем работать с тестом. Да. Для того, чтобы у нас наши янтыхлар получились красивые, ровненькие, вот, кругленькие такие, мы разделываем наше тесто. Но есть два способа, да, насколько мне известно? Ну да, я вот делаю дома немножечко по-другому. Такой способ я использую редко. В основном я катаю один большой такой вот круг, Ага. яим называется, да. А сегодня мы сделаем, да, по-настоящему, по-татарски. Замешиваем каждый вот такой вот колобочек, наши колобочечки.
Совсем скоро превратятся Да. в вкусный янтах. Да. Очень много лет проработали в школе. Обучаете детей? А вот какая отдача от деток? Ведь дети тоже взрослых многому учат. Встречаешь своих учеников и видишь, какие они выросли. Вот Так приятно сегодня, наблюдать. сегодня это тоже взрослые мамы, папы, люди профессионалы, работающие в разных отраслях. Я начинала свою педагогическую деятельность с начальной школы. 8 лет я работала в начальной школе. Это фундамент, это основа, которая мне помогла в дальнейшем. Вот эта методика. База, да? так? Да, это база, очень хорошая методика. Действительно, я помню, как я до 5 утра писала конспекты урока. До 5 утра. До 5 утра. Да, моему ребенку Вот это было 1,5 годика, допустим. Ну вот, Как вам удавалось и ребенка ну вот, нянчить, воспитывать, и при этом конспекты проверять? Еще и до 5 утра, еще наверняка Знаете, нужно вот- ужин приготовить. а мама супруга моего очень в этом помогала, конечно. Даже мои дети собственные, они не всегда меня могли видеть столько, сколько бы им хотелось. Ну, теперь мы раскатываем. Бисмиллядеп. Смолядеп, мы их раскатываем. Я практикую вот раскатывать по 2 штуки. По 2 штучки, По даже 2 так штучки. можно. Да, можно и даже и по 3. Мне, например, все нужно делать быстро. Я очень много себе планирую, поэтому... Честно говоря, да. такого я Вот- еще не видела. Вот по 3 штучки, вот они. Если мы будем делать долго, Мгм. то и на конспекты, и на работу, и почитать, и Времени точно не самосовершенствоваться времени у нас не будет. Есть ли у вас свой секрет успеха? Мне кажется, что любое дело, если ты начал, его нужно очень кропотливо, глубоко, так Мгм. вот изучить, понять и постараться выполнить. Но не оставлять на полпути и пойти. По-другому быть не может. Поэтому заранее продумывайте, просчитывайте. Да. Первый наш янтах-чех – это с мясом. Выкладываем на одну сторону, да? На Да, одну вторую часть. выкладываем на 1/2 часть. Ровненько распределили. Вот так его примяли немножечко. Мгм. Взяли вот такой вот интересный предмет. Этому Ну, предмету более 40 лет. да, этот предмет на самом деле меня ждал, когда я вот вышла замуж. Он был в доме уже у моего супруга. Ага. Да, оказывается, его делал своими руками его отец. Это ручная работа. Это ручная Давайте работа. покажем нашим дорогим телезрителям. Посмотрите. Это все матовое, стеклянное. И при этом 40 лет, уже 40 лет прослужил этот предмет. Мы его Замечательно. очень бережем, Эльвина. Всегда у него есть одно место, вот в одном и том же выдвижном Ага. шкафчике. Золотые руки, понимаете? Золотые руки. Руки не из золота. Золотые руки не боятся холода. В ссадинах, мозолях руки эти самые лучшие руки на свете. Это мы еще изучали с детками такое стихотворение в начальной школе. Поэтому, это как раз вот тот случай. Согласна с вами. Машаллах. Да. И можно уже его выкладывать. Делаем второй тоже с мясом. Аж непривычно, что не шипит ничего. Да. Как вам удается схватить коллектив и при этом контролировать вот каждого сотрудника? И правильно распределять работу? Вы знаете, у нас уже слаженный коллектив. Это люди, с которыми я работала, люди с большим опытом работы в педагогической деятельности. Но сейчас молодые педагоги тоже очень креативные, перспективные, грамотные. А в человеческом таком дружном понимании все это должно происходить. Да, Желаю поэтому- процветания в вашей школе. Да, спасибо. Переворачивай, Эльвина. В нашей школе изучаются также традиции, обычаи крымско-татарского народа. Например, на уроках домоводства у нас дети тоже делают вот такой янтых. Интересно. Да, Как вы думаете, наши янтыхи уже приготовились? все эти уже готовы, да, Готовы, можно убирать. Подошло время теперь сделать творожные янтыхлар. Какой янтых вы больше любите, с творожной начинкой или с мясной? Я люблю больше с мясной. А еще я люблю, когда добавляют сыр. Да, Но это больше современный, да, какой-то да, янтых? да. А с творогом очень полезный. Но мало-то знает, что с творческой стороны также развиты. Вы поете? Я очень люблю петь. Не знаю, это мой недостаток или наоборот. Достоинство, думаю. Потому что я без музыки не могу.
и не представляю себя. Что бы я ни делала, очень люблю петь. Мгм. Сколько я себя помню, столько лет я пою. Как говорит мама, что дедушка мне пел такую песню «Йос, мам». Он меня под музыку укладывал спать. Не знаю, то ли это так вот повлияло, но я очень люблю музыку. Тоже у меня много друзей, творческих таких личностей. Ну, я считаю, что человек должен быть всесторонне развит. Женщина должна уметь делать все, и шить, и вязать, и вышивать, и готовить. Больше всего меня радует, когда малыши, которые в моем доме, это и племянники мои, и также гости, пришедшие, Ага. все присоединяются, поют детские песни. Вот я считаю, тогда уже мероприятие удалось. Я думаю, гости не представляют ваш дом без музыки, без игры на фортепиано. Да, это правда. Так У нас как особая всегда традиция. много гостей, бывает много людей, поэтому правда. Ну что, Эльвиночка, они уже готовы? Готовы, да. Снимаем? Можем Да, убирать. убираем. У этого блюда янтых есть определенная особенность, вот как он должен быть сформирован на тарелке. Вот таким вот образом. У нас получилось? Я думаю, да. Не опозорили своих предков, сделали так, как это делали они. Согласна с вами. Ваши наилучшие пожелания нашим дорогим телезрителям. Буйрнус. От всей души хочу пожелать всем крепкого здоровья. Готовьте национальные вкусные блюда и радуйте своих близких. Чох Саговна, что пришли к нам в гости, поделились замечательным рецептом. Я уверена, что наши дорогие телезрители будут готовить это дома. Сава у вас. Программа «Милет Берекета» подошла к концу. Готовьте с нами, готовьте с душой. С вами я прощаюсь. До скорых встреч. Аштат Волсон, Корыш Кенджи.